Послание главы республики к Народному собранию чуть ли не самое важное политическое событие года, которое определяет пути развития Ингушетии на ближайшие 12 месяцев. Начиная ежегодное 11-е по счету послание к региональному парламенту, Юнусбек Евкуров акцентировал внимание на дальнейшее ускоренное социально-экономическое развитие республики, при этом делая особый упор на необходимость технологического прорыва во всех сферах жизнедеятельности общества. Глава напомнил о достижениях республики во всех направлениях за прошедшие годы. Большое внимание уделил и политической ситуации в регионе, отметив, что это одна из составляющих общей обстановки в республике и стране в целом. Мы понимаем, что политические интересы общества включают в себя осознанные потребности в материальном благополучии, духовном саморазвитии, социальной справедливости, гарантиях прав и свобод граждан, стабильном развитии региона. С этим связана необходимость постоянного отслеживания ее изменений, в особенности реагирования различных категорий граждан на политические решения и социальные проявления. Главная составляющая благополучия гражданского общества – это ее стабильная общественно-политическая обстановка. Если говорить в целом об общественно-политической ситуации в республике, то следует отметить, что она прогнозируемая, но о стабильности, к сожалению, на сегодняшний день говорить еще рано. Юнусбек Евкуров также отметил, что, понимая ответственность перед будущим ингушского народа, закрепили границу между двумя братскими народами, которая была определена де-факто еще в августе 1993 года. И в сентябре 2018 года подписали соглашение об установлении границы между двумя регионами. Нам предопределено было жить рядом, а значит, мы не должны оставлять территориальную проблему потомкам, подчеркнул глава региона. Этот шаг был направлен на сохранение и укрепление именно, в том числе, нашей государственности. И сегодня важно, чтобы жители региона услышали, что Республика Ингушетия не будет упразднена. Никто не планирует менять ее статус, объединять или разделять на сегменты. Административно-территориального деления не планируется. И прошу все торги по этому вопросу прекратить. Туризм, культура, спорт, промышленность. Республика интенсивно развивается. Все это, как отметил Юнусбек Евкуров, благодаря пониманию и поддержке проводимых федеральным центром реформ в экономике и социальной сфере. Развивается малый бизнес, агропромышленный комплекс и транспортная сфера. И тем активнее должна вестись борьба с коррупцией. Этому вопросу в своем послании глава региона также уделил пристальное внимание. Победить такое зло, как коррупция, невозможно лишь усилиями государственных или правоохранительных органов. Я возлагаю большие надежды на наши внутренние здоровые силы, на общество в целом и на граждан республики. Образование, медицина, экология, развитие городской среды и дорожной инфраструктуры. Глава региона не просто ставит перед правительством первоочередные задачи, требующие решения во всех сферах жизни региона. Он призывает совершить настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере. Тем более для этого уже подготовлены нацпроекты, в которых обозначены целевые показатели, практические механизмы их достижения и объемы финансирования. Более 17 миллиардов рублей Ингушетия получит из федерального бюджета на национальные проекты в течение 3 лет. В общей сложности Республика Ингушетия принимает участие в 46 из 67 федеральных проектов, представленных в составе 12 нацпроектов. Хотя через год, через 2, я думаю, что у нас будет уже рост не только 46, но и до 50. До 50 проектов мы будем принимать участие. По всем нашим проектам подготовлены и утверждены паспорта региональных проектов. За счет нацпроектов регион намерен расширить ряд приоритетных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, экологии, жилищного строительства, малого и среднего предпринимательства. Ну и, конечно, снижение напряженности на рынке труда. Национальная политика, по мнению главы, одно из важнейших направлений деятельности российского государства. Для нашей страны, которая исторически стала общим домом для сотен народов и этносов, межнациональное согласие является безусловным приоритетом, важнейшим условием самого существования государства. Ежегодно проводятся десятки мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, содействие этнокультурному многообразию народов
России, но и в целом тех народов, которые проживают на территории республики. Коснулся Юнусбек Евкуров и сферы здравоохранения. Здоровье нации, по его словам, основа успешного будущего. Система здравоохранения в Ингушетии развивается на качественном уровне, поэтому обеспечение и предоставление качественных и доступных медицинских услуг, диагностирование и лечение максимально широкого спектра болезней – главная задача, подчеркнул руководитель субъекта. На протяжении нескольких лет республика занимает первое место в Российской Федерации по показателю средняя продолжительность жизни. Здесь мы вышли, как мы ранее уже говорили, за 80. При этом у нас один из самых низких показателей общей смертности населения – 3,1 на 1000 человек, что тоже является хорошим показателем в стране в целом. Показатель младенческой смертности за 5 лет снизился в 2,4 раза. Если в 2014 году 14,7 случаев на 1000 новорожденных живыми детей, то в 2018 году это 6,0. Система образования, как подчеркнул глава региона, также один из ключевых векторов развития как страны в целом, так и республики в частности. Большое внимание уделяется развитию регионального образования через реализацию федеральных программ и, начиная с 2019 года, национальных проектов. В 2018 году в республике велось строительство 3 дошкольных и 6 общеобразовательных объектов, что позволило создать 5000 мест в школах и 630 мест в детских садах. В рамках реализации национального проекта «Демография» выделены средства на строительство 17 дошкольных образовательных организаций для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, мощностью по 220 каждая. В том числе мощностью ясельных групп каждым по 60 мест. На период до 2021 года, благодаря проекту «Демография» будут обеспечены детскими на дошкольных местами около 4000 детей. Ну, в принципе, мы уже к концу 2020 года выходим в рамках наших проектов на полную ликвидацию мест в дошкольных образовательных учреждениях. Я имею в виду от 3 до 7 лет. В рамках реализации проекта «Современная школа» до 2021 года планируется строительство 12 общеобразовательных организаций, что позволит сократить дефицит мест в школах на 9000. При этом количество школ, занимающихся в одну смену, увеличится с 59 до 86, а ведущих обучение 2 смены сократится с 70 до 55. Спорту, по мнению Юнусбека Евкурова, также необходимо уделять особое внимание. Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации. Глава подчеркнул, что в республике ежегодно увеличивается количество жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. За последние 10 лет доля населения этот показатель вырос с 3 до 22%. В 2018 году в Ингушетии проведено 75 спортивно-массовых мероприятий. 1500 спортсменов приняли участие в выездных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. И этот темп сбавлять нельзя, отметил глава региона. Ингушские спортсмены, участвуя во всероссийских и международных соревнованиях, за отчетный период завоевали 289 золотых медалей, 180 серебряных и 232 бронзовых. Для вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом необходимо дальше развивать инфраструктуру спорта. В рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» в 2019-2020 году там небольшой объем. Почему? Потому что основной объем будет уже после 2021 года. Но тем не менее, за счет федерального бюджета планируется закупка технологического оборудования для создания малых спортивных площадок и создания и модернизации футбольных полей. В своем послании Народному собранию Юнусбек Евкуров коснулся и промышленности. Итоги 2017-2018 годов показали, что эта сфера в республике вошла в стадию устойчивого развития. Так, в 2018 году Ингушетия заняла первое место среди субъектов СКФО по росту индекса промышленного производства. При этом очень хороший темп роста продемонстрировали обрабатывающее производство. Хороший показатель удалось достичь за счет создания благоприятных условий для бизнеса и активного вовлечения их в промышленные объекты. На сегодняшний день у министерства имеются рычаги и накопленный опыт, что позволит в дальнейшем успешно справиться с поставленными задачами. Но при этом обращаю внимание и министерство в целом, всех министерств, ведомств и правительства на простаивающие объекты, те, которые построены и до 2008 года, и после 2008 года. Особый упор надо сделать на неликвидные или с аукциона продать, чтобы там уже развивался дальнейший бизнес или инвестиции. Ну и швейная фабрика и энергосберегающий завод энергосберегающих ламп. Надо максимально в кратчайшие сроки передать их в частные руки или
под государственно-частным партнерством наладить там работу. Не менее важный вопрос состояния экологии и охраны окружающей среды. Учитывая актуальность и важность вопросов защиты природы, масштабных задач, поставленных президентом России в этой сфере, и было принято решение создать Министерство природных ресурсов и экологии республики, которое, по опыту других регионов, стало единым государственным региональным органом, осуществляющим реализацию госполитики в природоохранной сфере. Последовательно республика движется в направлении улучшения экологического состояния региона. Конечно, цель довести экологию до идеального состояния. Хотя уже и на сегодняшний день мы находимся в лидерах по экологии среди регионов Российской Федерации. Большой объем экологически важной работы ведется для создания в республике условий безопасного обращения с отходами. За счет небюджетных источников в рамках инвестиционного проекта построен и зарегистрирован в федеральном реестре первый полигон твердых коммунальных бытовых отходов. В 2019-2020 году будет создан второй полигон в Малгобеке. Создается инфраструктура и налаживается система сбора и транспортировки твердых бытовых отходов. Новая система обращения с отходами. В рамках исполнения Майского указа президента Российской Федерации в текущем году планируется ликвидация свалок в Назрани и сельском поселении Нестеровское, а также создание мусоросортировочного комплекса, 2 комплексов по переработке бутылок и твердого пластика. Определяя задачи развития республики на ближайшее время, по мнению руководителя региона, власть должна принимать своевременное решение по всем вопросам социально-экономического развития, какими бы они спорными и сложными не были. Завершая ежегодное послание Народному собранию, глава Ингушетии призвал всех к сплоченности и организованности, к миру, исполнению наших общих целей и задач. Главная наша цель – это идти вперед, в ногу со временем. Как заявил президент нашей страны Владимир Путин в своем очередном послании, период формирования задач прошел. Отступать и понижать планку нельзя. Чтобы идти вперед, мы должны укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, быть открытыми новым идеям и инициативам. Нам, представителям региональной власти, необходимо обеспечить выполнение поставленных задач президентом страны во благо нашей страны, на благо нашей республики. Единство народа крепче камня, говорили наши предки. Действительно, единство – это несокрушимая крепость, и мы должны сохранить это единство, историческое, духовное, территориальное, как во благо нашей любимой Ингушетии, так и на благо нашей великой страны, великой державы России. Светлана Томова, Султан Булгучев, Новости 24.